Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Уважаемые участники этого нашего долгожданного мероприятия, я рад приветствовать. Большая благодарность Ильдар Хазрату за то, что он смог организовать. Это у нас это мероприятие, наверное, больше около 2 лет. Да, вынашивали мы. И готовясь к этому мероприятию, мы с Марат Хазратом Бажмаевым, который сейчас находится в Египте на обучении, он хочет еще лучше изучить арабский язык, начали переводить труд Абдурахмана Умерова, учебник Муаллим Сарф аль-Лисан аль-Араб, то есть практическая его значимость для имамов и шакиртов уже в настоящее время. То есть 100 лет назад Хазрат Абдурахман Умеров написал учебник «Спряжение глаголов арабского языка», и когда начинаем мы его изучать, мы очень удивились, насколько как Ильдар Хазрат говорил, насколько у Абдурахмана Умерова были глубокие познания арабского языка. История отечественной исламской богословской мысли привлекала и будет привлекать исследователей своей малой изученностью и актуальностью. Внезапный и неожиданный для многих исламский ренессанс в 80-х, 90-х годах имел спонтанный характер в связи с крушением прежней политической системы и базировался на попытках переосмыслить и привить исламскую традицию. Для этого, из-за того, что у нас в духовных управлениях у мусульман не осталось практически никаких корней, не было преемственности для имамов, то есть старое поколение имамов практически все вымерли. В советский период осталось только традиции, как омывание покойников, захоронение, наречение имени, а вот такой научной традиции, к сожалению, прервалась. И вот для этого зачастую привлекались исламские веяния и методики, пришедшие извне, то есть из других стран на то время. В начале 2000-х годов наметилась тенденция возвращения к своим корням, но, к сожалению, в то время носило это только декларативный характер. Начиная же с этого времени, хвала Всевышнему, уже начал выходить ряд работ, который продолжает выходить в печати в электронном виде, наследие отечественной мусульманской богословской мысли, свойственной в особенности нашим тюркским народам, традиционно приверженцам ханафитскому мазхабу. В этой связи хотим обратить внимание на творчество и наследие нашего земляка Абдурахмана Умерова, известного мусульманского алима, ученого и просветителя, выходца из ногайского народа, который жил в конце 19-го, начале 20 века, на стыке эпох, и сумел воплотить и объединить исходную традицию мусульманской учености, то есть старую школу, и с новым методом обучения усуль-джадид, новометодную школу. И Умеров смог это сделать, так как он был разносторонней личностью, однако мы хотели бы сейчас в своей работе сконцентрироваться только на одной из его сторон многоградного таланта. Особенно ценным и актуальным для изучения, помимо прочего, нам видится его наследие и достижение в изучении и преподавании арабского языка. Как известно, арабский язык имеет совершенно особый статус в исламе, так как является языком священных текстов Корана, сунны пророка Мухаммада, языком богослужения, языком всех основных теологических трудов, тафсира, толкования Корана, акида, вероубеждений, фикха, исламского права и так далее. И это обуславливает необходимость обязательного изучения для тех, кто решил изучать и преподавать ислам. В частности, труд Муаллим Сарф аль-Лисан аль-Араб, то есть учитель спряжения глаголов арабского языка. Данный труд особо ценен тем, что при его составлении автор руководствовался нуждами своего времени в простом и понятном пособии для шакирдов медресе, то есть учеников медресе, изучающих арабский язык.
И где, когда мы начали переводить эту книгу, там, в самом начале как раз автор и дает пояснение, почему он составляет новый учебник. Он объясняет это тем, что на то время в царской России арабский язык изучался по учебникам арабских авторов, либо персидских авторов. И для того, чтобы изучить арабский язык, приходилось нашим шакирдам, российским на то время, изучать еще и персидский язык. То есть поэтому он для удобства и чтобы не было потеряно драгоценное время в молодости, он именно положил основание вот этого учебника на тюркский язык, чтобы все тюркские народы нашей страны могли сразу приступить к изучению арабского языка. По своей информационной насыщенности данный труд в сжатой форме дает множественные примеры спряжения глаголов. Здесь я только одну страницу показал, но если мы саму книгу откроем, увидим, то он довольно-таки подробно разъясняет, в какой форме какой глагол надо и как его необходимо спрягать, и как необходимо понимать данные слова. Он снабжен таблицами, практическими примерами применения флексии в построении арабских слов и предложений. Стоит особо отметить, что, как я уже сказал, на данный момент те или иные пособия по грамматике арабского языка либо являются предназначенными для арабоязычной среды, то есть на сегодняшний день те учебники, которые на сегодняшний день у нас есть в наличии, либо они подготовлены для арабоязычной среды, привезены из арабских стран, либо представляют собой учебники для светских вузов, которые изучают арабский язык. Если первые предполагают наличие первичных знаний у носителя языка, то есть человек уже должен что-то знать, то вторые очень сильно нагружены громоздкими конструкциями и сложными построениями текста. От всех их выгодно отличает как раз-таки пособие Абдурахмана Умерова. Причину надо видеть в его глубоком познании, многолетнем опыте преподавания арабского языка. Равно как и в том, что Умеров руководствовался потребностями учеников, вот его шакирдов, которым прежде всего был незнаком этот предмет. Данный труд был восторженно встречен в свое время в богословской среде и выдержал очень множество переизданий. Его до сих пор используют в Средней Азии. Вот, в Узбекистане, в частности, переиздали его, положили тюрки на узбекский язык и также преподают, как преподавали 100 лет назад, практически без изменений. То, как был принят и сохранен этот труд среди мусульманских народов бывшей Российской империи, лучше всего свидетельствует о ценности наследия Абдурахмана Умерова. От нас же, его потомков, требуется обращение к этому и другим его трудам. В частности, из этого труда на сносках мы увидели у него рекламу на некоторые трубы, например, Тарихуль Амбия, истории пророков, где он поясняет, что он туда в эту историю пророков включил. К сожалению, я вот сам искал, его еще этот труд не нашел. Труд включал в себя, начиная от Адама, алейхиссалям, пророка Адама, и заканчивая историей Золотой Орды и Астраханского ханства в частности. То есть был обширный труд, Абдурахман Умеров сумел нам оставить такое наследство. И в переиздании, и в более современной и доступной форме, что будет способствовать повышению качества обучения исламским наукам и арабскому языку российских мусульман, повысит, иншаллах, престиж мусульманской уммы, Астрахани и России в целом, позволит достойно развивать и популяризировать отечественную мусульманскую богословскую школу и общее наследие тюрко-мусульманских народов России. Спасибо большое за внимание.